эфире программа «Кинобизнес». В ближайшие 25 минут расскажем об основных событиях индустрии и подробнее разберем главные кинопремьеры этой недели. Это сиквел анимационной экранизации популярной игры Angry Birds и психологический триллер «Ангел мой». На съемочной площадке Бекбулат Авалиев сегодня в программе. Джунгли — это мой дом. Обзор казахстанского бокс-офиса. Известный актер и режиссер Энди Серкис станет постановщиком сиквела «Венома». Продюсер Нурлан Куенбаев приступил к съемкам комедии «Бизнес по-казахски в Корее». В Алматы проходят съемки полнометражного экшн-фильма «Каскадеры». О реках крови, изготовленных для исторической картины «Томирис», рассказал мастер по специальному гриму и эффектам Эльдар Шибанов. На прошлой неделе в мировом прокате стартовал 9-й фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Режиссер установил новый личный рекорд в домашнем прокате – $40 миллионов за первые выходные в США и Канаде. Это лучший старт в карьере режиссера. К слову, «Бесславные ублюдки» собрали в первый уикенд $38 миллионов, а «Джанго освобожденный» – 30 миллионов. Какие кассовые сборы картина «Однажды в Голливуде» показала в наших кинозалах? В кратком обзоре казахстанского бокс-офиса. 5-е место. Страшные истории для рассказа в темноте. Экранизация хоррор-трилогии Элвина Шварца и Стивена Гаммела. Хоррор-антология «Страшные истории для рассказа в темноте» зарабатывает в премьерный уикенд $26 миллионов. Джунгли — это мой дом. 4-е место. «Дора и затерянный город». Полнометражный игровой ремейк детского мультсериала «Даша путешественница» в нашем прокате, получивший название «Дора и затерянный город». Семейная новинка зарабатывает за первые прокатные выходные $32 миллиона. 3-е место. «Король лев». Полнометражный ремейк анимационного фильма 1994 года от режиссера Джона Фавро. Мультфильм, снятый по уникальной технологии и выглядящий очень реалистично, зарабатывает за 4-й уикенд $55 миллионов. 2-е место. «Форсаж. Хоббс и Шоу». Спин-офф экшен франшизы «Форсаж». Отметим, что последний фильм с их участием, «Форсаж 8», собрал в мировом прокате более $1 миллиарда. «Хоббс и Шоу» зарабатывают за второй уикенд казахстанского проката $92 миллиона. Я взял тебя, потому что ты актер и комиссар. 1-е место. «Однажды в Голливуде». Новый фильм двукратного обладателя премии «Оскар» культового режиссера Квентина Тарантино. Эксклюзивная премьера 9-го фильма Тарантино состоялась в рамках 72-го Каннского фестиваля. А на прошлой неделе картина вышла в казахстанский прокат и стала лидером рейтинга, заработав в премьерные выходные $276 миллионов. Известный актер и режиссер Энди Серкис поставит вторую часть «Венома». Да что же ты такое? Я Веном, а ты весь мой. Киноподразделение Sony уже заключило договор, дающий харизматичному постановщику зеленый свет. Он начнет работу над сиквелом в ближайшее время. Главную роль во второй части вновь сыграет Том Харди, а роль протагониста, скорее всего, достанется Вуди Харрельсону. Мишель Уильямс также подтвердила свое участие в «Веноме 2». Здравствуйте. Актрисе нравится перспектива работы под началом Энди Серкиса, и еще она хочет снова облачиться в черный костюм симбиота. Помимо этого, стало известно, что исполнитель роли Эдди Брока работает над сценарием вместе с Келли Марсел, автором сюжета первой части. «Веном 2» станет третьей режиссерской работой Энди Серкиса. Ранее он поставил мелодраму «Дыши среди нас» и приключенческий блокбастер «Маугли».
Джунгли никогда не видели ничего подобного, Маугли. «Веном» — фантастический франчайз. Чрезвычайно приятно, что именно мне доверили режиссуру настолько востребованного фильма. Надеюсь, в итоге получится экстраординарный кинематографический продукт, заявил Энди Серкис. Официальная дата релиза «Венома 2» пока держится в тайне. Предположительно, сиквел выйдет в прокат в октябре следующего года. Съемки кинокомикса пройдут в ноябре. В Алматы стартовали съемки фильма «Бизнес по-казахски» в Корее. Это уже 4-я часть популярной франшизы, которая снимается под продюсерским контролем Нурлана Куенбаева. Дорогие родственники, скоро мы станем отелем международного класса. На этот раз история развернется в столице Южной Кореи, Сеуле. По сценарию главный герой Жо Март открывает новый отель и мечтает сделать его гостиницей будущего. Для этого он даже готов заменить живых сотрудников на роботов. Чтобы осуществить свой план, бизнесмен отправляется в Южную Корею. И, конечно, за ним едут его близкие. Режиссером «Бизнеса по-казахски» в Корее стал Ален Ниязбеков, ранее снявший комедию «Каникулы в Таиланде». Where are you from? Казахстан! Oh, Kazakhstan? Astana. Expo? Hakastaya. Ты знаешь Экспо? My friend! Главные роли вновь исполнят Нурлан Куенбаев, Жан Байжанбаев, Рамазан Амантай и Гульназ Жоланова. Вначале команда отснимет алматинские сцены, а затем отправится в Сеул. Премьера по традиции уже назначена на декабрь этого года. В Алматы проходят съемки полнометражного экшн-фильма «Каскадеры». Зрителей ждет история о дружбе, которая может быть не такой идеальной, как кажется на первый взгляд. А в центре сюжета окажется молодой парень, дважды потерявший отца. Режиссером-постановщиком выступает Жасулан Пошанов, известный по картинам «Коктейль для звезды 2» и «Шлагбаум» с Эркебуланом Даировым. Авторами идеи и сценаристами стали Жаик и Найзабек Сыдыковы. По словам создателей, идея картины состоит в том, что для становления человека нужен мудрый наставник и верные друзья. В работе над фильмом принимает участие известная отечественная каскадерская команда «Намад Станс». Съемки боевика «Каскадеры» проходят в Алматы и Алматинской области. Ред, мы обнаружили еще один остров. Нам пора зарыть топор войны и объединиться. Чтобы спасти мир от уничтожения, понадобится настоящий герой. Вообще-то это место уже занято. Уя! Вы издеваетесь? Нужно срочно собрать команду. Мы тебя вытащим. Анимационное подразделение студии Sony представляет юным зрителям финал летнего киносезона премьеру сиквела проекта Angry Birds в кино. В основе мультфильма одноименная игра, которая была необычайно популярна на заре смартфонов. Отметим, что первый фильм Angry Birds в кино вышел в мае 2016 года и собрал в мировом прокате $352 миллиона при бюджете в 73. Фильм Angry Birds в кино, сценарий которому был основан на приключениях героев одной из самых популярных игр в мире. Приложения в общей сложности были скачаны более 4 миллиардов раз, стал хитом мирового проката. В первой части птицы узнали о существовании голодных зеленых свиней, после чего началась война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг – Зета, обитательница третьего замерзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в теплых краях. Теперь птицы и свиньи должны зарыть топор войны и создать суперкоманду, но это, похоже, будет не так просто.
В локализованной для СНГ версии мультфильма персонажи заговорят голосами популярных актеров и музыкантов Тимура Родригеса, Сергея Бурунова и Александра Реввы. К пернатой команде также присоединились актриса Ирина Горбачева и Лиза Арзамасова. Для телевизионного режиссера Туропа Ван Ормана, в копилке которого сериалы «Удивительные злоключения Флэпджека» и «Время приключений», анимационная лента «Angry Birds 2» в кино стала дебютом на большом экране. Благодаря стараниям художников-постановщиков Пита Освальда и Франчески Натали, локации, в которых разворачиваются события фильма, получились красочными и запоминающимися, а персонажи яркими и уникальными. Команде дизайнеров пришлось немало потрудиться и над цветовым решением фильма. Хватай ключ! Он у меня! Angry Birds 2 в кино – это прежде всего отличная комедия для юных зрителей. А еще в уста наших героев мы вложили важное послание о том, как важно научиться работать в команде. Говорит продюсер Джон Коэн. Angry Birds 2 в кино с этой недели. И это они? Это суперкоманда, ради которой я так надрывался? Как вы сегодня? Намного лучше. А ваши отношения с сыном? Я совсем справляюсь, ясно? Лиззи. Ни с чем ты не справляешься! Все хорошо. А лекарства? Они вам помогают? Конечно, да. Также на этой неделе в кинотеатрах стартует психологический триллер «Ангел мой», 4-й полнометражный фильм австралийского режиссера Ким Фарант, которая в 2014 году дебютировала с триллером «Чужая страна» с Николь Кидман. В центре сюжета ее нового фильма «Одинокая мать» Лиззи. Ее роль исполнила Нуми Рапас. Она знакомится с Клэр и с ужасом для себя обнаруживает, что дочь новой приятельницы как две капли похожа на ее дочь. Но есть один нюанс. Дочь Лиззи погибла. Неподдельный интерес и тяга к ребенку перерастают в одержимость. Психологический триллер «Ангел мой» в прокате с этой недели. Одной из нетипичных новинок этой недели станет драма «Смерть и жизнь Джона Донована». Первый фильм канадского режиссера Ксавье Долана, снятый на английском языке. До этого постановщик снимал исключительно на французском. В состав актеров картины вошли 3 лауреата «Оскар» – Кэти Бейтс, Сьюзан Сарандон и Натали Портман. Мне исполнилось 11. Я перешел в новую школу, там начались издевки. Руперт, простите. Мы с мамой почти не общались. Все мои мечты развеялись. Осталась лишь одна. Нет, Джон! Фото ведь пришлют на утверждение. А пони на Рождество не хочешь? Работа над лентой шла с 2014 года. Фильм рассказывает о молодом актере Руперте Тернере, который вспоминает о переписке с американской звездой телевидения Джоном Донованом, умершим 10 лет назад, и о том, как эти отношения повлияли на их жизнь. В своей картине Долан хочет донести до зрителя достаточно простую истину, что знаменитости тоже люди и тоже сталкиваются с нетолерантностью и одиночеством. 11-летнего Руперта сыграл Джейкоб Трэмблей. Роль взрослого Руперта Тернера изначально должен был играть Николас Холт, но он покинул проект и был заменен Беном Шнецером. Все дело в нас, в обществе, в том, к чему мы стремимся. Может ли у артиста быть личная жизнь, и почему она так важна для нас?
Мировая премьера драмы Ксавье Долана «Смерть и жизнь Джона Донована» прошла в рамках программы Special Presentations на кинофестивале в Торонто. Драма «Смерть и жизнь Джона Донована» в прокате с этой недели. Все чаще отечественные полнометражные и короткометражные картины становятся участниками престижных международных кинофестивалей. Сегодня в гостях у нашей программы побывал режиссер, художник-постановщик и мастер по специальному гриму Эльдар Шибанов. В прошлом году его короткометражка, в которой снялись Айсулу Азимбаева, Чингис Капин и Виктория Мухамеджанова, попала в конкурсную программу «Горизонты» 75-го Венецианского кинофестиваля. Сегодня в гостях у программы «Кинобизнес» мастер по специальному гриму, сценарист и режиссер Эльдар Шибанов. Эльдар, приветствуем тебя. Спасибо, что пришел. Спасибо, что позвали. Эльдар, ну начнем разговор с того, что у вас есть своя продакшн-компания. Расскажи немножко о вашем продакшене, кто там трудится, какие специалисты. И мы слышали, что даже целая киносемья задействована. Мы образовались в 2010 году. Сначала мы образовались как студия художников в кино, потому что начинали мы как художники в кино. Я как ассистент художника. Первый проект у меня был Мустафа Шукай. Вот, я был ассистентом. И потом мы плавно переросли к тому, что чтобы добиться хорошего результата в кино, лучше всего, если команда, например, отвечающая за художественный департамент, будет там вся уже сработана вместе с собой, вместе друг с другом. В 2012 году был первый проект, который мы взяли по полный метр прям в разработку как студия от концепта до уже готового фильма, художественная постановка. Это был «Орг гармонии». Я ойласам, сен негізі түсіп жібітсің. Бірақ анада болат айтқан, сенімен сөйлеспесін, қолымды да алмасын деген. Ну, мы посмотрели ваш шоу-рил по специальному гриму. На самом деле очень впечатляет. Спасибо. Даже не верится, что специалисты подобного уровня есть в нашей стране. Почему мы до сих пор не видим хоррор от вашей продакшн-студии? Хороший вопрос, потому что мы тоже об этом думаем постоянно, потому что мы видели какие-то хорроры, которые снимали. Что-то, наверное, немного в них не получалось, пока еще не получилось, чтобы это были какие-то ударные хорроры, как мы знаем, какие-нибудь корейские хорроры, которые, триллеры, которые выстреливают, все в мире знают. Мы думаем об этом, это хороший вопрос, хорошая идея. Мы размышляем, у нас была идея какой-то сделать или альманах, потому что полный метр довольно, так как я не снимал как режиссер полный метр, это еще тяжело найти финансирование под это. Может, думали снимать как такие отдельные истории, там, не знаю, на 5-10 минут, которые вот можно потом объединить в альманах. Вот сейчас я уже обладаю многими технологиями. Это и возрастной грим, это и грим от различных там ранений, да, и прочее. Фантазийный, фантазийный. Много ли у вас работы в казахстанском кино? Какие проекты были? И вот мы слышали, что в проекте «Томирис» даже вам удалось поучаствовать. Да, «Томирис» у нас заказывали кровь, потому что у них много батальных сцен, нужна кровь. Вот, а мы как раз, мы производим кровь своего собственного производства, и она довольно бюджетная, потому что она больше бутафорская, которая используется на костюмах, для спецэффектов, вот поэтому она дешевле, чем просто гримерная. И было интересно, был интересный заказ, там, не помню, что-то литров 50 или 100 заказывали. Вот немножко расскажи об особенностях экранной крови, из чего ее делают, какая она должна быть. Существует миллионы видов крови, потому что вам нужно подобрать по тону, по световому температуре. Вот у нас как-то был такой случай, что заказали кровь и говорят, что вот нужно столько-то литров крови и должна быть она прям красная-красная. Мы говорим, вы скажите, где вы будете снимать, в каком освещении? А нет, нам нужно красное. И в итоге мы видим в фильме вот эти огромные брызги крови, и из-за того, что там ночное освещение или было дневное, в итоге это выглядит кетчупом, потому что весь эффект на смарку. Слушай, Эльдар, хотели еще спросить, вот если сейчас нас смотрят казахстанские режиссеры, которые хотели бы в свои фильмы включить спецгрим, или, допустим, насколько бы увеличило бюджет, если добавить в сценарий, к примеру, одного вампира, который полностью в спецгриме выглядит как какая-то летучая мышь в человеческом обличии. Вот насколько это увеличивает бюджет, насколько это дорого? Все зависит от задачи. Может быть, можно малыми средствами, какими-то небольшими тонкими накладками, какими-то зубами передать, что это вампир, потому что есть интервью с вампиром, хороший фильм, там разные стадии.
это важно понимать, что за проект, поэтому чем раньше вы обратитесь, тем лучше. Ну, например, просто так навскидку, один персонаж создания, ну, стоит, наверное, от 500 тысяч, может, и больше тенге. Потому что, во-первых, это трудоемко и время затратно, поэтому там много специалистов работает, из-за этого это дорогая часть индустрии. То есть, соответственно, это комплект из каких-то накладок на кожу, да, это да, костюм, да, это костюм, зубы, может быть, да, и может быть, ну, там линзы. Конечности, линзы, да? Да. Ну, Ильдар, не можем у тебя не спросить о твоей короткометражке «Секс, страх и гамбургеры», которая в том году оказалась в специальной программе Венецианского кинофестиваля. Поздравляем тебя с этим событием, с такой галочкой в твоем портфолио. И расскажи нам немножко о Венеции, о твоих впечатлениях, какие знакомства, может быть, удалось там завести. В основном очень полезные знакомства, интересные были, так как это все-таки индустрия с программными директорами, с критиками. Вот. Но так со звездами просто удалось фотографироваться с председателем жюри Гильермо Дель Торо. Мы как раз подарили, так как он сам тоже занимался спецэффектами, когда готовил Hellboy 2, кажется, или что-то, он там месяц проходил сам курсы, чтобы знать, как это делается. И вот мы подарили персонажа своего, который мы делали на краской, такую фигурку мохнатую. Вот. И еще там Тайки Вайтити, кажется, не помню, как его зовут. Вот. Да, Тайки Вайтити, это Тор Рагнарёк. Да, Тор Рагнарёк. Вот для многих кинематографистов, работающих в нашей стране, снимающих кино, мечта попасть на международные кинофестивали класса А, это Каннский кинофестиваль, это Венеция, это Берлин. Как удалось вам попасть в их программу, что для этого сделали, когда высылали видео? Этот фильм мы снимали для того, чтобы проверить вообще у нас как-то, ну, наши фильмы предыдущие короткометражные, они имели какой-то фестивальный успех, но такие на фестивале даже, вот как говорили, класса А, не проходили. И мы решили, что надо сфокусироваться, взять актеров, которые нам интересно, написать такую более рабочую и интересную для нас близкую историю и проверить. Если не получится, фестиваль не возьмут, то значит нам не надо снимать свои фильмы. Вот, и вот очень интересно, что мы сняли фильм, послали его тут же, в мае мы сняли, где-то примерно чуть раньше, чем вот это время, в конце мая. И просто послали, потому что ближайший был Венеция, но и мы, и по настроению фильм получался такой, что для Венеции. То есть вы анализировали примерно? Да, примерно какой по настроению, по наполнению, что в Венеции было бы, наверное, интересно увидеть наш фильм. И мы послали его, просто там, заплатив вот эту, на платформе их, заплатив какую-то таксу. И нам ответили там через месяц, и просто мне в Фейсбуке добавляет человек, он говорит, я там один из отборщиков фестиваля, говорит, нас заинтересовала картина, вот можете типа поправить там субтитры посмотреть, потому что субтитры сначала делали сами не заказывали. Посмотрите, и типа мы будем рассматривать еще, ну, типа в лонг-листе ваш фильм. Мы такие, ничего себе, скакали, там радовались. Просто там, я говорю, я даже если не пройдем, я скриншот сделал того, что в Венеции посмотрели наш фильм, заинтересовал. Отлично, Ильдар. Давай теперь хотелось бы узнать о том, какие будущие проекты нам ждать от вашей студии. Мы слышали даже, что 2 полнометражных фильма вы готовите, что у вас есть уже сценарий, что сейчас какие-то примерные наметки идут, предпродакшн, может быть. Да, проектов вообще больше. У нас есть 5 проектов, таких уже оформившихся в виде там, презентаций, тритментов, таких поэпизодных планов. Есть 2 уже написанных сценария, да, это один из них детектив, другой это драма, такая драмедия, наверное, трагикомедия. Называется «Красный цветок». И когда нам ждать премьеры? Ну, хотелось бы, конечно, да, может быть, до конца года, может быть, в начале следующего. Что нужно будет смонтировать. Но если этот фильм мы снимем, то, скорее всего, он будет для авторский, и, наверное, хотелось бы сначала, чтобы он попал на фестиваль. Ну, Ильдар, тогда желаем скорейшего продакшна, монтажа картины и скорейшей отправки его на международные кинофестивали. Спасибо, да. Ну, а я напоминаю зрителям программы «Кинобизнес», что сегодня в гостях у нас был мастер по специальному гриму, сценарист и режиссер Эльдар Шибанов. Эльдар, спасибо. Спасибо. С вами была программа «Кинобизнес», еженедельный журнал о событиях киноиндустрии. В следующем выпуске поговорим о боевике «Падение ангела» с Морганом Фриманом и Джерардом Батлером в главных ролях, а также российской ностальгической драме «Бык», ставшей победителем 30-го фестиваля «Кинотавр». Увидимся на следующей неделе.